Ты знаешь уже название всех месяцев. Давай повторим их. Май. Так, май по-крымско-татарски будет Куралай или Майос. Февраль. Так, февраль по-крымско-татарски будет Кичик-Ай, самый маленький месяц. Но это и вправду так, ведь февраль самый короткий месяц в году. Сентябрь. Так, сентябрь будет Ильк-Кусь-Айо. Август. Так, август по-крымско-татарски будет Арман-Айо, верно? Кстати, я давно хотел у тебя спросить, почему в названии некоторых месяцев мы используем слово «ай», как, например, ноябрь, Бош-Ай, а в других, как в августе, Арман-Айо, Айо? Давай спросим об этом у учителя. Хайрлы күнлер, достлар, я давно ждал этот вопрос. Ай – месяц, это существительное. Бош ай – ноябрь. В дословном переводе – пустой месяц. Пустой – это прилагательное. Рядом с прилагательными существительные не меняются, поэтому Бош ай – ноябрь, Кичик ай – февраль. Другое дело, когда рядом с существительным ставится другое существительное. Тогда к нему прибавляется аффикс принадлежности, как в случае с августом. Арман – молодьба, это существительное. Ай – тоже существительное, поэтому мы добавляем к нему аффикс принадлежности. И получается Арман ае – август или Кыш ае – декабрь. Это правило хорошо демонстрируется на примере названия нашей программы «Ана теле». Родной язык. Но дословный перевод – язык матери, потому что она – мать, тыль – язык. Оба этих слова существительные, поэтому к слову «тыль» был добавлен аффикс принадлежности, и получилось «тыле». А вот если прибавить к слову «язык» прилагательное «длинный», тогда уже «узун тыль» – длинный язык. Думаю, с этим мы разобрались, переходим к домашнему заданию. Бырынчы вазифе. Первое задание. Проспрягайте глаголы «пышырмек», «ювмак», «кетмек» в прошедшем времени, единственном числе. Первое лицо – «мен пышырдым», «ювдым», «кеттым». Второе лицо – «сен пышырдың», «ювдың», «кеттың». Третье лицо – «о пышырды», «ювды», «кетті». Второе задание. Экінчі вазифе. Проспрягайте глаголы «ашамак», «чалышмак», «дінлемек» в прошедшем времени во множественном числе. Первое лицо – «біз ашадық», «чалыштық», «дінледік». Второе лицо – «сіз ашадыңыз», «чалыштыңыз», «дінледіңіз». Третье лицо – «олар ашадылар», «чалыштылар», «дінледілер». Сегодня мы продолжаем тему глагол «филь». На прошлом занятии я говорил уже о множестве форм глагола прошедшего времени в крымско-татарском языке. И постепенно, по мере того, как вы будете осваивать родной язык, вы, конечно же, с ними всеми познакомитесь. И поразитесь многообразию их значений и грамматических инструментов их использования. Глаголы в крымско-татарском языке могут выражать законченность или незаконченность действия, его длительность, однократность и неоднократность, реальность и нереальность, достоверность и недостоверность, категоричность и неопределенность. Самая простая форма прошедшего времени глагола – это простое категоричное время. И мы продолжаем его изучать. Давай повторим тему. Я буду называть тебе глаголы в неопределенной форме и личные местоимения, а ты поставишь их в прошедшее время. Ну, легко. Посмотрим. Только обращай внимание на произношение. Ты – прийти. Прийти – это кельмек, глагольная основа кель, получается сен кельдын. Ты пришел? Они – понять. Понимать – это анламак, анла – пойми, и анлады? Догрудегаль. Неправильно. Я же сказала «они». Множественное число. Получается анладылар. Шимды догру. Сейчас правильно. Дальше ты – играть. Так, играть ойнамак, глагольная основа ойна, добавляем аффикс. Получается, ты играл ойнадын, вы играли сыз ойнадыныз, и он играл ойнады. Догру. Машала. Рушем, ты неплохо усвоил тему прошлого занятия, поэтому тебе будет легко разобраться с новой темой. Отрицательная форма глагола прошедшего времени. Если в русском языке для того, чтобы придать слову отрицательное значение, достаточно поставить частицу «не», то в крымско-татарском языке в этом случае на помощь приходят, но, конечно же, наши всемогущие аффиксы. Отрицательная форма глагола прошедшего времени образуется с помощью аффиксов «ма», «ме». На что нужно обратить особое внимание, эти аффиксы прибавляются сразу же к глагольной форме и ставятся до аффиксов времени. И, естественно, выбираются на основе правила сингармонизма по мягкости и твердости. К примеру, утвердительная форма. Я написал, пришел, яздым, кельдым. Ты написал,
пришел, яздың, келдің. Он написал, пришел, язды, келді. Отрицательная форма. Я не написал, не пришел, язмадым, келмедым. Ты не написал, не пришел, язмадым, келмедым. Он не написал, не пришел, язмады, кельмеды. И еще одна маленькая деталь. На аффиксы «ма-ме» ударение никогда не падает. Оно падает на предыдущий слог. Утвердительная форма «сен кайттың» – «ты вернулся», «сен аңнадың» – «ты понял». Отрицательная форма «сен кайтмадың» – «ты не вернулся», «сен аңнамадың» – «ты не понял». Эршені анладың мы, Рушен? Анладым. Шымды тышкеречемас. Я называю глагол прошедшего времени в утвердительной форме, а ты ставишь его в отрицательную. Ну, давай попробуем. Мен ювдым. Я помыла. Получается, мен ювмадым, я не помыл. Сен азырладын. Ты приготовил. Так, ты не приготовила, сен азырламадын. 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 О бекледе. Он ждал. Получается, о беклемеда он не ждал. Кстати, тюневин сенде мен университет янында беклемедан. Мен бекледым. Ама сен кеч қалдың. Не ссорьтесь, кавга этмиңыз, хотя Айше права, Рушен опаздывать не надо. Зато вам в разговоре пригодились глаголы в отрицательной форме. Но нам пришло время поговорить о глаголах прошедшего времени в отрицательной форме множественного числа. Принцип их образования тот же, с теми же аффиксами «ма-ме», которые присоединяются сразу же к глагольной основе. Утвердительная форма. Мы написали «пришли». Яздық, келдік. Вы написали «пришли». Яздыңыз, келдіңіз. Они написали «пришли». Яздылар, келділер. Отрицательная форма. Мы не написали «не пришли». Язмадық, келмедік. Вы не написали «не пришли». Язмадыңыз, келмедіңіз. Они не написали «не пришли». Язмадылар, келмеділер. Мен оларға қач кере айттым, япманы сөйле. Сана да қач кере айттым, олар не лафет. Сен есе лафет медін. Яхшы, көрішкенде. Айше, с кем ты говорила? Сен кимнен лафетон? Татам не лафеттам. Говорила с сестрой. Ты сказала оларнен лафет. А кто это тебя так разозлил? Племянники мои опять разбросали все игрушки. Да, интересно, что будет со мной, если я тебя разозлю. Кстати, а как будет бояться по-крымско-татарски? Коркмак. Айше, мен хорхам. Все, ладно, успокойся. Посмотри вокруг, все-таки, как осень раскрасила деревья. Так красиво. А как по-крымско-татарски будет дерево? Дерево – терек. Я прохлы тереклер – лиственные деревья. Инеле тереклер – хвойные деревья. Инеле от слова ине – игла. Получается, терек – дерево, я проклы терек – лиственное дерево, и инели терек – хвойное дерево. Какие деревья тебе нравятся? Сен насл тереклер на вегенесом. Ну, я, конечно, люблю разные дикие деревья. Все эти дубы, березы. Но, знаешь, мне больше нравится яблоня. Так подойдешь к дереву, сорвешь яблочко. Ну, вкусно же. Понятно, у тебя с природой чисто гастрономические отношения. А ну-ка скажи, как будет яблоня на крымско-татарском языке? Так, ну, яблоко будет алма, дерево – это терек. Получается, алма-терек? Забыл, о чем говорил Тимур Раджа в самом начале урока про ай и ае. Алма – существительное, терек – тоже существительное. А, вспомнил. Получается, нужно добавить аффикс принадлежности. Получается, алма-терега. Терега. Алма-терега. Но при этом я проклы терек, потому что я проклы прилагательно. Добром? Догро. Другие плодовые деревья. Фундук терега – фундук, бадем терега – миндаль, армут терега – груша. Ну, а с остальными деревьями в этом парке я тебя сейчас познакомлю. Другие ты найдешь в словаре. Мен разом. Итак, начнем. Сельбы – тополь, эскенчик – акация, эмен – дуб. Так, сельба – тополь, эскинчик – акация и эмен – дуб. Кистане – каштан, бик – бук, юке – липа. Так, кистане – каштан, бик, бук, юке, липа. А может, к хвойным деревьям перейдем? Как, к примеру, будет кипарис? Сервы – кипарис, чам – сосна, акчам – это пихта.
Так, чам, ахчам и серве, сосна, пихта и кипарис. Все вокруг аж запахло хвоей от этих удивительных названий. О, ты еще не слышал самые удивительные названия деревьев. И, кстати, не все я смогу объяснить. К примеру, клен у нас называют ахча-агач или кашик-агач. То есть, дословно, денежное дерево или дерево-ложка. Черемуху у нас называют киек-эрек, то есть дикая слива. А шиповник не только киек-гуль, то есть дикая роза, но еще и ид-бурун, то есть собачий нос. Да, у меня есть друг с очень длинным носом, назову его Ид-Бурун. И пусть только попробует обидеться. Я скажу, что назвал его шиповником за красоту. Да, мир крымско-татарских названий растений очень богат и удивителен, но нам пора заканчивать, а значит, пришло время записать домашнее задание. Первое задание – барынджи вазифе. Напишите глаголы прошедшего времени в отрицательной форме. Второе задание – эканджи вазифе. Переведите на русский язык словосочетание. Третье задание – учинджи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык предложение. Сызым Гухатыңыз. Ваш словарь.